из года в год растет количество заявлений, с которыми граждане обращаются за разрешением возникших споров вот именно в силу компетенции на судебные участки к мировым судьям. Последние 5 лет Республика Коми находится в тройке лидеров по нагрузке на мировых судей в Российской Федерации. Это защита, правовая защита, уверенность в завтрашнем дне и, можно сказать, это профилактика, в том числе преступности. Судья должен быть, в первую очередь, раб закона. У нас все более простое, более приближено к народу, поэтому, естественно, мы первая ступенька в большой системе правосудия. 3 силы движут и управляют государством. Сила законодательная, исполнительная и судная. Сии положительные начала – суть коренные государственные законы. Мировой суд в нашем государстве был создан в 1864 году при Александре II в ходе судебной реформы. Лишь спустя 17 лет Институт мировой юстиции появился в Зырянском крае. Но объединенный округ Усть-Сысольского и Яринского уездов работал недолго. На рубеже веков полномочия мировых судей передали земским начальникам, окружному и городским судам. После десятилетий забвения о необходимости мировой юстиции снова заговорили в годы перестройки, когда уходил советский строй и рождалась новая Россия. После распада Советского Союза судебная система в стране стремительно набирала силы. В условиях быстро развивающегося молодого законодательства, рыночных отношений и возникающих социальных проблем в обществе рождалось много споров и конфликтов. Скорый, правый и справедливый суд могла обеспечить мировая юстиция. В конце 90-х Институт мирового судопроизводства в России был возрожден. Возникла необходимость для того, чтобы решить, наверное, 3 задачи, тогда стоявшие, в том числе и перед обществом, и судейским сообществом. Это приблизить суд к гражданам. Вторая задача – разгрузить федеральные суды. И третья задача – это кадровая. Республика Коми к внедрению мирового судебного института приступила одна из первых. Предполагалось образовать 80 судебных участков. В каждом районе не менее 2 мировых взаимозаменяемых судей. Но федеральный законодатель за основу взял средний показатель установленного критерия – 22,5 тысячи жителей на 1 участок. В итоге на Коми пришлось 52 должности мировых судей. Начиналось это все в 2000 году. Было принято 2 закона Республики Коми о мировых судьях и о судебных участках и должностях мировых судей в Республике Коми. 24 июня были изданы эти 2 закона, и спустя чуть более 3 месяцев, это то время, которое требовалось для подготовки работы судебных участков, Государственный совет Республики Коми принял постановление о назначении первых мировых судей. Было назначено первые 10 мировых судей в Республике Коми. Служебное удостоверение номер 1 получил бывший юрисконсульт Иван Олейник, ныне федеральный судья. Он стал и самым молодым из начинающих коллег. Тогда ему было всего 25. Постоянного помещения для работы поначалу у молодого судьи не было. Приходилось кочевать из кабинета в кабинет в здании Сыктывкарского городского суда. Найти помещение для мировых судей оказалось куда труднее, чем подобрать кадры. В феврале 2001 года Государственным советом Республики Коми были назначены первые 2 мировых судьи города Ухты. Судья Чебьюского судебного участка, который возглавила в то время я, и судья Сидьюского судебного участка возглавил Руслан Владимирович Терентюк. Это сейчас помещения мирового суда Ухты отвечают современным требованиям. И многим кажется это обыденностью. Вроде так и должно быть. Но о таких условиях в начале 2000-х судьи и не мечтали. Ухтинские мировые участки в начале работы ютились в здании малосемейного общежития. 2 мировых судьи Усинска отправляли правосудие, представьте себе, в 3-комнатной квартире площадью 70 квадратных метров. В Сыктывкаре судебные кабинеты располагались рядом с мастерскими в этом здании нынешней рембыттехники. Отыскать в этих лабиринтах мировые участки было непросто, а за стеной во время работы и даже судебных процессов шумели машинки по ремонту обуви, изготовлению ключей. Не было оргтехники, использовали вот такие печатные машинки марки Оливетти. Не хватало мебели и даже элементарной канцелярии, бумаги и ручек. Говоря уж об атрибутах судебной власти, кодексах и специализированной литературе. Таким было начало мирового правосудия. Я пришла на должность еще секретаря тогда
не было никаких технических средств. Все делалось вручную, либо на печатной машинке. Протоколы писались все вручную. Даже иногда физически перепечатать их просто было нереально, поэтому все в рукописном варианте. Для реализации судебной реформы понадобились не только человеческие ресурсы, но в первую очередь финансовые. Расходы на создание и содержание мировых судов легли на плечи регионов. Несмотря на трудности, в середине 2003-го все 52 судебных участка в Коми уже работали. Но в целом по стране к тому времени мировая юстиция была сформирована лишь на 80%. Из журнала «Отечественные записки», 2003 год. В ряде регионов не торопились принимать собственные законы о мировых судьях. Закон о мировых судьях не принят в Чеченской республике. В Приморском крае, Мурманской, Сахалинской областях, в Ненецком, Усть-Ордынском, Бурятском, Эвенкийском, Коми-Пермякском автономных округах местными органами власти назначение мировых судей не производится со ссылкой на отсутствие денежных средств на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в бюджетах регионов. В Коми тем временем было создано Управление по обеспечению деятельности мировых судей. Его возглавил Владимир Попов. Достойное размещение и оснащение участков стало его ежедневной работой. Конечно, совместно с Верховным судом и Управлением судебного департамента. Постепенно республика увеличивала финансирование этого направления. Из интервью начальника управления Республики Коми по обеспечению деятельности мировых судей Владимира Попова, 2005 год. По одному компьютеру имеется у всех мировых судей, но они необходимы работникам аппарата. Но сегодня у нас только 6 участков имеют по 2 компьютера, да и те устаревшие. Как мы подсчитали, для нормальной работы участков еще не хватает порядка 100 компьютеров. Государство развивало судебную систему, и уже спустя 3 года перед мировой юстицией были поставлены другие задачи – обеспечить новый уровень отправления правосудия. В 2008 году мы получили поручение президента Российской Федерации об обеспечении всех судебных участков залами судебных заседаний. Это поручение касалось всех абсолютно регионов, и поэтому оно нами было выполнено, конечно, с трудом, потому что требовались большие материальные затраты. Необходимо было найти соответствующие помещения, чтобы оборудовать залы судебных заседаний. Но задача была поставлена, и она впоследствии была выполнена. Закон – высшее проявление человеческой мудрости, использующее опыт людей на благо общества. С первых лет мировая юстиция в Коми стала настоящей кузницей кадров для федеральных судов. Мировые судьи быстро переходили на следующую ступень системы правосудия. Работа мировым судьей, она очень такая многогранная. Мировой судья, он как такой универсальный, получается, юрист, и имеет опыт, имеет такое представление по всем этим делам. И это, конечно, гораздо положительнее оказывает свое влияние, когда он идет дальше по ступеням правосудия. Быть подготовленным нужно как начиная от закона о защите прав потребителя при рассмотрении гражданских дел, так и владеть нормами административного законодательства в части соблюдения правил охоты и рыбалки, владеть теми же нормами и практикой при назначении уголовных наказаний. Но частая смена в судейском корпусе сказывалась на качестве работы. Именно поэтому на съезде председателей судов были сформулированы новые условия для мировых судей – отработать минимум 3 года, прежде чем претендовать на должность федерального судьи. Я отработал мировым судьей в общей сложности 3,5 года. И, честно говоря, с большой теплотой вспоминаю это время, потому что действительно работа мировым судьей дает заряд на будущее и закладывает основу всей последующей работы. В последующем я уехал судьей из Комского районного суда. Через 5 лет вернулся в Удорский район председателем районного суда. И сейчас назначен на должность судьи Верховного суда Республики Коми. Безусловно, только положительные результаты работы продвигают по карьерной лестнице. Сначала в районные суды, а затем и Верховный. Сегодня здесь работают 9 судей, начинавших с мировой юстиции. Еще 3 уже в отставке. Назначение мировых судей, оно уже проводится на уровне субъекта, в отличие от судей федеральных, районного и областного звена. Федеральный подход, наверное, более жесткий, и поэтому мировому судье надо, конечно, быть Идеальным, да. действительно быть идеальным, да, соблюдать все ограничения.
Большая часть несложных дел отошла на уровень мировой юстиции. Уголовные, административные, гражданские. И самые насущные вопросы жители пошли решать в мировой суд. Была такая интересная ситуация. Муж с женой делили все, вплоть до ложек и вилок. И вот это дело до сих пор передо мной, я как будто только-только сейчас вышла из процесса. Бывали и такие дела, когда гражданские истцы обращались за защитой своих нарушенных прав по таким предметам, как пельмени сибирские, букеты цветов. Однажды даже на Октябрьском судебном участке рассматривалось гражданское дело по некачественному оказанию услуги по предоставлению лимузина, в котором находилась живая мышка. Государственный совет Коми не раз выступал с инициативой увеличить в регионе количество мировых судей. В 2006-м федеральным законом в Коми было создано еще 8 участков. Их общее число достигло 60. Мировые судьи трещат, что называется, из-за нагрузки, потому что там действительно... Причем она не равнозначна. Есть отдельные участки, где нагрузка достаточно слабая. Есть участки, где нагрузка перекрывает все возможные мыслимые и немыслимые. Но пополнение в судейском строю помогло лишь отчасти. В среднем каждый судья продолжал рассматривать ежегодно по 5000 дел, по 20 в день, исключая выходные и праздники. Здесь представлено 4 тома данного уголовного дела, и примерно, чтобы с ним ознакомиться и досконально его изучить, конечно же, может хватить и суток. Но при подготовке к судебному заседанию, как правило, это может занимать и от 1 дня до 1 недели. Со временем пришло новое решение – перераспределение участков. Где больше жителей и дел, там и количество судей было увеличено. И также в обратной пропорции. Как вы знаете, и чему мы очень рады, стабильно высокая нагрузка на судебных участках города Ухты в течение длительного периода времени позволила Совету судей Республики Коми принять решение об образовании на территории города Ухты дополнительно 7-го судебного участка. Мировая юстиция и судебные участки, они, можно сказать, как живой организм. Мы постоянно туда вносим какие-то изменения, совершенствуем их работу, оптимизируем. И вот одни из последних изменений в 2018 году – это образование нового судебного участка в Усть-Коломском районе, называется Ульяновский судебный участок, и ликвидация межрайонного Сторожевского судебного участка. Это было очень неудобно как для граждан, так и для правоохранительных органов, потому что он захватывал часть Усть-Коломского района и часть Картхировского района. И, соответственно, если какие-то споры, либо уголовные дела, либо административные дела, они были зарегистрированы на территории Картхировского района, их нужно было ездить на рассмотрение в Усть-Колом. Сегодня лидеры по количеству дел Воркута, Ухта, Сыктывкар. В отдельные годы в Заполярье мировые судьи разбирали по 10 тысяч тяжб. И большая их часть – это иски ресурсоснабжающих организаций по взысканию коммунальных долгов. Да, это, наверное, с точки зрения, может быть, юриста, не совсем сложные дела, да, но эти дела, как раз, которые затрагивают интересы простых граждан. Огромный вал работы при этом лег на тех, кто мировое судопроизводство обеспечивает. Архивариусы, делопроизводители и помощники судей появились в штате мировой юстиции не сразу. Только после того, как появилось соответствующее финансирование. Республика, одна из первых в стране, решилась на этот шаг. Сложно было подбирать особенно помощников мировых судей, так как требование было и к ним 3-годичный стаж по юридической профессии. Обязательно 3 года должен отработать, прежде чем назначить помощника. Помощник судьи, конечно, должен знать нормативно-правовую базу, то есть следить за изменениями в законодательстве, дабы исключить ошибки в подготовке проектов решений для судьи. В этом, наверное, заключается сложность, чтобы качественно, в срок выполнять свою работу. Без работы аппарата механизм судопроизводства остановится. Тысячи документов проходят через эти женские руки, и ошибки недопустимы. Работники аппарата далеко не новички в своем деле, с большим стажем государственной службы. У некоторых он свыше 10 и до 20 лет. Своему коллективу я доверяю целиком и полностью, и доверие они оправдывают. Быть добрым очень легко. Быть справедливым – вот что трудно.
В отношении Марины Николаевны препятствий к назначению на должность мирового судьи не имеется. Есть положительное заключение квалификационной коллегии судей республики от 12 августа сего года. Прошу поддержать кандидатуру. Судейская мантия – корона юриспруденции. Приходит к ней разными путями. Марина Васильченко к судейству стремилась целенаправленно 13 лет. Для нее это высшее признание и оценка ее профессионализма. Чувство и сострадание должны молчать, когда судья принимает решение только закон и четкое внутреннее убеждение. Люди приходят разные за защитой своих прав, высказывают свои эмоции, бывает очень грубо высказывают их свое недовольство. Но я отношусь к этому как-то, наверное, спокойно. Нужно понимать, что людям тяжело. Судья, в первую очередь, это честный, коммуникабельный, рассудительный и беспристрастный, наверное, человек. Стать ближе к народу – эта задача мировой юстиции в Коми перевыполнена. Количество обращений в мировой суд в регионе увеличивается. Мы в тройке лидеров по стране. А это значит, уровень доверия жителей к работе судей растет. Как и любой судья в Российской Федерации, мы работаем для людей, разрешаем споры, которые возникают. Конечно, люди к нам идут тогда, когда не могут разрешить ту или иную ситуацию самостоятельно. Иной раз решением недовольны обе стороны, поэтому мы обязаны их принимать в соответствии с законом, исходя из тех или иных обстоятельств дела. Судья должен быть справедливым в первую очередь. И, наверное, во вторую очередь он должен сам придерживаться тех норм закона, которым руководствуется. Без соблюдения строгого закона ты не можешь быть судьей. Судебное заседание объявляется открытым. Сегодня мировая юстиция в Коми живет не от сессии до сессии, а в условиях четкого планирования будущего. Именно поэтому работа мирового судопроизводства продолжается доступно и безопасно, как и должно быть. Вот вы видите лифт специально для того, чтобы маломобильные группы населения к нам беспрепятственно попадали. Значит, все функционирует. Раньше этого не было вообще. Здесь у нас находится канцелярия Октябрьского судебного участка. Непосредственно здесь у нас ведется прием документов, их регистрация. Впоследствии они передаются мировому судье для принятия решения. Здесь у нас отдельное крыло для того, чтобы мировые судьи были как-то изолированы от внешнего воздействия любого. С учетом, к сожалению, тех трагических ситуаций в других субъектах Российской Федерации, где были и нападения на судебных приставов и так далее. В этом году вот у нас 23 судебных участка будут оснащены системой видеонаблюдения. Для сведения, за весь период 20-летний судебных участков такого количества видеокамер никогда не ставилось. Мы полностью закрываем вопрос по тревожным кнопкам. У нас все судебные участки обеспечены охранно-пожарной сигнализацией, арочными металлообнаружителями. Современность – это цифровые технологии. Их внедрение упрощает процесс для всех участников: аудио, видео, протоколирование, СМС-оповещение. Работа судов открыта и прозрачна. Информация о процессах и решениях доступна в интернете. Создается электронное правосудие, современные базы данных. В течение 2-3 минут, даже быстрее, можем найти, например, дело, которое рассматривалось там 3-4 года назад. Недавно установленная система видеоконференц-связи при рассмотрении административных дел с приемником распределением. Оно облегчает, ускоряет работу, исключает какие-то внештатные ситуации, связанные, допустим, с побегами и так далее. Будущее именно за такими онлайн-процессами, теми, что обеспечат вовлеченность граждан. Неявка – главная причина отложения, а значит и затягивания судебных разбирательств. Жить в мире и согласии – это, конечно, идеальный вариант. Но 20 лет работы мировых судов показали, нарушение прав, недопонимание и споры пока живут в нашем обществе, и решать их лучше цивилизованно. 20 лет для мировой юстиции в Коми – это нелегкий путь, но пройденный с честью. Мировой суд стал важным звеном российской судебной системы, надежным и современным инструментом свершения правосудия. От лица судейского сообщества Республики, Верховного суда Республики Коми позвольте вам пожелать успехов в вашей профессиональной деятельности, семейного счастья, благополучия,
всего самого доброго и наилучшего. От вашей работы, коллеги, зависит будущее мировой юстиции не только в республике, но и в нашей стране, развитие судебной системы в целом в нашем государстве, насколько возрастет доверие общества, государства и в первую очередь гражданам к судебной системе, и в том числе к мировым судьям нашего региона. Уважаемые мировые судьи, работники аппаратов, я поздравляю вас с этой небольшой, но очень знаменательной датой для мировой юстиции. Хочу пожелать вам здоровья, терпения, удачи, семейного благополучия. У нас впереди очень много планов, которые мы вместе с вами обязательно выполним. Спасибо вам за ваш труд. Всего-всего самого наилучшего.